Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В ближайшие полчаса расскажем о самых важных событиях региона за минувшие 7 дней. Обошлось без серьезных последствий. Российский университет спецназа атаковали беспилотники. Как отреагировал глава региона и какие поручения прозвучали на совещании с силовиками? Мы с нами шутить не позволим. Рамзан Хаджи Кадыров посетил ряд мусульманских государств. Главу Чеченской республики принимали президент Объединенных Арабских Эмиратов и король Бахрейна. Обсуждались вопросы укрепления дальнейшего сотрудничества. Триумфом чеченских хафизов завершился всероссийский конкурс чтецов Корана в Дербенте. Наши ребята победили во всех 3 номинациях. Сертификат «Малый хадж Умра». Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах. Дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Адам Шахидов. عمر ابن الخطاب كانت عبد الله ورديل رسول سرشن شنية حوا وشة شي جداج وشة صان عند أني سؤال خلير إذا أجن عني خاطر سوا سنتيش ميل بوحش دين خيل دشتول خاطر در إميل تيش مي وحش قدخني دين شي حكمنا عبد الله خاطر سنج صح أستغ بوه قربات سر أحشين آل هر شيء حقودين أمانة مدو تيش مبوهر بوه كيش ما يحشي إلر يحاجتيشم حبيلشن قدخني ديك إير دعاء برزو بينا حيتسع استغال بس عنو استقال حلا حج إير بوط الله مش يعود أخال أتنخ شوق الله ابن عمرنا فأين الله بوش مش يعو الله تاق مش يعو الله تاق بوش تنخ شوق أخي الله يخبر زير بوخ ابن عمر سنديل لير مبجري إدوا شوي دقح ملهتو ويبيشخل بوش بولش بلخع وين إدلين دوش تولش دي قرع وين حقودين دوش تولش أمانة تاح تيش ميخير دقوي. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. На этой неделе Российский университет спецназа имени Владимира Путина подвергся атаке беспилотников. На место происшествия прибыл лично глава региона. Он осмотрел последствия нападения. К счастью, обошлось без жертв. Пострадала лишь кровля строящегося здания. В связи с инцидентом было организовано совещание с силовым блоком республики. Подробности далее в сюжете. Атаке вражеского беспилотника подверглось одно из зданий Российского университета спецназа имени Владимира Путина. К счастью, сооружение оказалось пустым и пострадавших не было. На место происшествия прибыл Рамзан Хаджи Кадыров. Он сообщил, что данное действие не останется безнаказанным. Ему на месте докладывают подробности. Жесткое, просто так не оставим этим шайтаном. Discovery D-80 тоже попала, да, воздушно. Размах крыльев 9,5, дальность полета 3000 километров. Катапульты дает индекс, обычно кинут сам делал, хакин отдадут. Максимальная скорость 200 километров, грузоподъемность 190 километров, посад, там больше. Нахуя километра, После инспекции глава региона провел совещание с силовым блоком. На нем Рамзан Хаджи Кадыров еще раз указал на то, что решение главнокомандующего о проведении СВО было верным. И ситуация с атакой на РУС это лишний раз доказывает. Düç şuna rezedon تعديل قيدم دانا ويدرج كل رئيسة صالحان زم طوب باقر بي قبات صالح بالس بلدستان но из бамбус из первой не последний ар эрдове уначи Россия далеч дон на таис запад Европа шайги бзолдин далеч уйдона делдоа азотикана из бюшванда дамаладона Uşalki vayu erdi vaydu doğana, dakika vayın tamam bin dalet turbu doğan, dal doğan, din savat doğan, şort doğana, gerzu, dakika şort dehne doğan, nisbu, dayet любой позиция, передовой, хордин hayos, позиция şu, avadya doğan, avuşul genti doğan şey, bolç meta, velvek tsetsu yakın, dünya tsetsu yakın doğan.
Temos beşlu yani tam yakayıp etebim var doca hediye don. Вейсен don ночи чулария чдон. Глава региона напомнил, что с момента начала СВО не было ни одного случая принудительного призыва, но на фоне последних событий пришло время каждому еще сильнее задуматься о защите своей родины. 84 тысячи барышных государств, мужское население, то там-то видно, как еще, что 84 тысячи тонн. Из ее ресурсов, да, призывной резерв, 84 тысячи тонн, а 100 тысяч мобилизационных тонн, ресурс считается. Вы цаматься больше, вы вещь, тонн, цатак мобилизовать, так, цаматься больше, тонн, вы hittills Latvian а сдабо, это 84 тысячи борштаги, шеш бзалвадала, наша ношидала, арадоридала, ее садихардуза, ласинаю, я бейгуш футболкаю, мажитал, тагуй, цуги маждаяшит издон. Цуе делдойт нет маждон, цуе тагу мотиден дастон. Мотиден су тагу. Сундел артом ген даба буэлчи, так вайн чокач бэлч юния ночичу юхэч нано белок буэлчи дона генде до сундел 84 тысячи сяц была без. Царь скорен за банкомате ала вай хаусауш добровольно шаш хаусауна седон артом вазу том балар вайн ушлер вайн сен ноч сен дом артом уш савац дон и бюхом шей халкед. Глава республики ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что ответные меры будут приняты в ближайшее время. Чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас упустили, мы уничтожим, покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. И мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу, чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности. В завершение Рамзан Хаджи Кадыров призвал максимально ответственно отнестись к озвученному. Никто не имеет права расслабляться, особенно сейчас, подчеркнул глава региона. Ислам Миршов, Асхаб Керимов при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Глава Чеченской Республики посетил Абу-Даби, где состоялся бой Хамзата Чимаева на турнире UFC 308. В соглавном бою вечера чеченский боец одержал яркую победу над экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уитакером, отправив его в технический нокаут уже в первом раунде. Также на турнире представитель чеченского... Своей головой не позволяет продеть. И вот сейчас сразу постучал. Как-то так, ничего себе! Хамзат Чимаев! Также на турнире представитель чеченского бойцовского клуба Ахмат Магомед Анкалаев одержал победу единогласным решением судей над Александром Ракичем. Глава региона поздравил спортсменов с победами и выразил уверенность, что в скором времени они будут бороться за чемпионские титулы UFC. В Абу-Даби также состоялась встреча Рамзана Хаджи Кадырова с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с недавним визитом шейха в Москву, его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Были затронуты темы товарооборота и других достижений в двухстороннем сотрудничестве. Шейх Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян также поинтересовался ситуацией в Чеченской Республике. В ходе поездки в Объединенные Арабские Эмираты глава региона также встретился в Дубае с директором Университета гуманитарных наук имени Мухаммада бен Заида, доктором Халифом Мубараком Аз-Захири. Обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере культуры и образования. В ходе беседы доктор Аз-Захири выразил восхищение героической борьбой чеченского народа против международного терроризма.
تخوتن صورتو إذا تيريش برجودين تعمل بولا أشياء ديك إدين عالش دينا تسنا غصن دينا إزاي صنديلية شوز قدع ديانا وجلا ديش جرجو ديش اتحية يوم يخسرليتي تاني بوبلا أشتوتو. Elmondhatom, és kvartőrséda bekadon, és diencabalit, a диско элемент синдром. Еще один важный визит в ходе поездки по Ближнему Востоку состоялся в Бахрейн. Главу региона приняли на самом высоком уровне. В аэропорту его тепло встретил принц Насер бин Хамад бин Иса аль-Халифа. كيف والدنا العزيز جلالة الملك؟ طوارئ ويشكون؟ هو الحمد لله. نحن فعلا كنا مشتاقين لرؤيتكم ولزيارة إليكم. كنا نريد أن نتشرف باللقاء مع جلالة الملك ونستفيد من خبراته. كل ما نجلس معه نشعر بالطمأنينة. انتهت طاقتي لكي أرى جلالة الملك واستفيد منه. الله الحمد لله. Главу республики лично принимал король Бахрейна, его высочество Хамад бин Иса аль-Халифа. Стороны обсудили вопросы укрепления дальнейшего сотрудничества. Король всегда тепло отзывается о Чеченской республике и предложил Рамзану Хаджи Кадырову по возможности снова посетить их страну. كل ما ينزل بطارية طاقتي يعني سأطلب منكم أن تسمحوا لي زيارتكم. نعم. أي وقت. В Дербенте прошел всероссийский конкурс среди знатоков Корана. По итогам 2 дней в числе лучших чтецов Священного Писания оказались хафизы из Чеченской Республики. Они победили во всех 3 номинациях. С подробностями Хава Айдамирова. В течение 2 дней участники, собравшиеся в Исламском просветительском центре Бабуль-Абваб, соревновались в знании Священного Корана. Конкурс памяти шейха Сиражуддина Эфенди, проводимый уже в 8-й раз, традиционно собрал лучших хафизов со всей России. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. В этом году хафизы из Чеченской Республики одержали победу в каждой из 3 номинаций. Полный Коран без ограничений в возрасте, последние 10 джузов Священного Корана и знание 30-го джуза Священного Корана наизусть. По итогам конкурса 2 хафизов из Чеченской Республики награждены путевками на Умру. Еще 1 победитель, а также участник, занявший 3-е место, получили сертификаты на денежные премии. Сертификат «Малый хадж Умра» получает Хамхоев Абдул-Малик. Аллаху Акбар. 1-е место Чеченская Республика. Тутаев Мухаммад. Номинация 10 джузов получает сертификат «Малый хадж». Получает сертификат на 300 000 рублей. И Исааджи тоже приглашается, чтобы вручить от... Где Исааджи? От благотворительного фонда «Султан Мут». Среди победителей выделился юный хафиз, 15-летний Мухаммад, который продемонстрировал глубокое знание Корана. С раннего детства дедушка приобщал его к изучению религии. Мухаммад с 11 лет обучается в школе хафизов имени Зелимхана Кадырова в Ахмат-Юрте. فينا بيور بتغنوا تيجيشر متكشوشر سيزي ديوش بولجانا حيا روشنا تديركنا مثلا درس الأدوار شقايق ودرنا درس.
Мухаммад – пример для подражания. Он всегда готов помочь и поделиться своими знаниями, говорят одногруппники. Чеченские хафизы вновь продемонстрировали свое мастерство, показав отличные результаты на всероссийском конкурсе знатоков Корана. Эта победа служит ярким примером высокого уровня религиозного образования и духовного развития в республике. Хава Айдемирова, Адам Арсунукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. Чеченские художники отметили большой юбилей. Региональному отделению Всероссийской организации «Союз художников России» исполнилось 85 лет. Праздничное мероприятие по этому случаю прошло во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Юбиляров поздравила первый заместитель руководителя администрации главы и правительства региона, министр Чеченской Республики Хадижа Кадырова. Дорогие друзья, приветствую всех вас на торжественном мероприятии в честь 85-летия Чеченского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» и поздравляю с юбилейной датой. За 85 лет Союз художников пережил много сложных этапов. Это высылка 1944 года, когда была полностью остановлена работа регионального отделения. Это и период боевых действий конца 90-х, когда была уничтожена вся инфраструктура организации. И только в 2000-х начался новый этап. В честь юбилея от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова членам Союза художников вручили денежные призы в размере 100 тысяч рублей, а также 2 автомобиля марки «Лада Гранта». Отличившимся творческим деятелям вручили региональные награды и благодарственные письма. Указом главы Чеченской Республики за заслуги в области изобразительного искусства, значительный вклад в развитие художественной культуры, деятельность, получившую общественное признание, присваивается почетное звание «Заслуженный художник Чеченской Республики» Денельханову Исмаилу Султановичу, председателю Общественной палаты Чеченской Республики, председателю Союза художников Чеченской Республики. В Грозном наградили победителей республиканского конкурса «Наследие нации», который был посвящен Году истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. Церемонию посетила и сама инициатор конкурса, первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики, министр Хадижа Кадырова, а вместе с ней министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и министр культуры Иса Ибрагимов. Хочу от лица всех участников, от лица всех присутствующих поблагодарить уважаемую Хадижу Рамзанову за данную инициативу, за данное мероприятие, поблагодарить за такие огромные большие подарки, финансовые подарки для участников, победителей данной инициативы, данного конкурса. Поздравить всех победителей, пожелать вам, чтобы вы в будущем точно так же участвовали в таких мероприятиях, поскольку истории, как мы отметили, уделяется вот такое вот пристальное внимание. Конкурс проводился в 2 номинациях – «Лучшее фото значимых исторических объектов и культурного наследия чеченского народа» и «Лучший видеообзор исторических мест и мемориалов памяти Чеченской Республики». Победителем в номинации «Лучшее фото» стал Мусалин Асуев, 2-е место занял Шамиль Эпиев, а 3-е – Ваха Дадагов. В номинации «Лучший видеообзор» победил Аслан Ахматов, 2-м стал Умар Масаев, 3-е место занял Имам Сугаипов. Победителям вручили дипломы и денежные вознаграждения от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В социальных сетях обсуждают фото, на котором полицейские прикрывают болельщика во время намаза от дождя. А в Иордании потерпели крушение 2 беспилотника. Об этих и других новостях смотрите в нашей рубрике «Умма».
Фото с полицейским, прикрывающим молодого болельщика, молящегося под дождем на матче в Алжире, вызвало восторг у пользователей соцсетей. Снимок стал символом уважения и гуманности на стадионах. Он отличается от насилия и часто случающегося на футбольных матчах в стране. Алжирцы назвали эту фотографию снимком сезона, выражая одобрение и надежду на изменения. В Иордании потерпели крушение 2 беспилотника, упав недалеко от города Ирбит. Крушение вызвало лесной пожар, который был быстро ликвидирован. Местность проверили на наличие опасных боеприпасов. Подробности о дронах и их стране происхождения не сообщаются. От падения никто не пострадал. Город Ирбит – важный образовательный центр с 10 университетами и колледжами. Ситуация на Ближнем Востоке только ухудшается. В результате удара на жилое здание в Газе погибли 60 человек, еще 150 получили, включая 20 детей. А больница Камаль-Адван в лагере беженцев Джабалия испытывает трудности с лечением из-за нехватки медицинских принадлежностей и персонала. Израильские военные задержали медицинских работников, включая хирургов, что затрудняет проведение срочных операций. Кроме того, израильские танки вошли на юг Ливана, совершив самое глубокое за время операции наземное наступление. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Грозном прошла ярмарка вакансий. Свыше 50 работодателей со всех районов республики представили свои вакансии и пообщались напрямую с соискателями. Мероприятие организовано в рамках проекта «Комплексная программа по профориентации и трудоустройству молодежи Чеченской Республики». Подробнее в сюжете Хавы Ахмадовой. Национальная библиотека Чеченской Республики имени Абузара Айдамирова открыла свои двери для проведения ежегодной ярмарки вакансий. В мероприятии приняли участие около 500 человек. Каждый из них смог пообщаться с работодателями, задать интересующие вопросы и оставить резюме для дальнейшего сотрудничества. Студентка Чеченского государственного педагогического университета пришла представлять свой университет. Мы пришли на ежегодную ярмарку вакансий. Что я могу сказать по этому поводу? Мне кажется, это хорошая возможность для студентов попробовать себя в разных профессиях и нишах. Здесь представлены вакансии крупных компаний. Более того, здесь представлена команда моего университета, куда я сама хотела попасть. Организатором ярмарки выступает ресурсный центр поддержки добровольчества Чеченской Республики «УВ-Волонтер» при содействии Министерства Чеченской Республики по делам молодежи и грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи. На ярмарке вакансий может присутствовать любой желающий. У нас нет ограничений. Есть и студенты, есть, получается, и взрослые люди. Мы с вами можем заметить, что каждая организация представляет собой стенд. Точно так же на месте у нас соискатели проходят мини-собеседование, то есть они заполняют анкеты и уже договариваются с работодателями о работе. В числе участников ярмарки представители организаций со всех районов Чеченской Республики, такие как Министерство здравоохранения Чеченской Республики, отель «Космос Селекшн Грозный Сити», школа английского языка «Райс» и так далее. Космос Селекшн Грозный Сити – самый большой 5-звездочный отель на Северном Кавказе. На ярмарке организация представила свои вакансии по разным направлениям, такие как администратор ресторана, бухгалтер и другие. Представляю отель Космос Селекшн Грозный Сити. Я руководитель по персоналу. Сегодня у нас представлены вакансии. Это SMM-менеджер, тренинг-специалист, бухгалтер, администратор ресторана. Мы ищем талантливых сотрудников, которые хотят обучаться, развиваться, идти дальше, то есть что работать во благо нашей республики. Так что желающих ждем всех в нашем отеле. После окончания ярмарки работодатели рассмотрят поступившие резюме и проведут дополнительное собеседование с интересующими кандидатами. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. В стенах Национальной библиотеки имени Абузара Айдамирова состоялся вечер русской поэзии, посвященный 200-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Организовало мероприятие Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Здесь собрались известные деятели культуры, науки и поклонники творчества классика. Особыми гостями вечера стали юные читатели, школьники, которые прочитали стихи и фрагменты из произведений великих русских писателей. У нас сегодня созданы прекрасные условия, чтобы мы самосовершенствовались, чтобы мы читали, чтобы мы ставили новые пьесы, чтобы мы создавали новые шедевры.
А что связано с Львом Николаевичем Толстым, он нам очень близок среди русских классиков, поскольку он был очень тесно связан с нашей республикой, он служил на Кавказе, в частности в Чечне по тем временам. И по мнению наших ведущих литературоведов, экспертов, его философия непротивления злу насилием, она получила свое начало именно у нас в Чечне. Он унаследовал идеи нашего великого шейха Кунтхажи Кишиева. А у меня пока на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.